В эфире телеканала «Якутия-24». Главные события уходящего дня. В студии работает Алексей Соколов. Здравствуйте. Подъемные выплаты врачам и учителям освободят от оплаты НДФЛ. Поручение дал Владимир Путин. Средства на соцвыплату многодетным семьям в Якутии увеличат вдвое. Об этом сообщил Айсен Николаев. Алдан утопает в мусоре. Проблемы с вывозом отходов жалуются жители. 8,99 секунды. Результат школьницы в Якутске по пожарно-прикладному спорту. Сборная республики готовится к предстоящему чемпионату и первенству России по северному многоборью. Тренировки по 2 раза в день. Внести в Госдуму законопроект о специальных мерах господдержки инвестиций в Арктике поручил правительству президент России Владимир Путин до 1 июля. При этом особое внимание поручено обратить на стимулирование проведения геолого-разведочных работ и строительства инфраструктурных объектов за счет частных инвестиций. Также до 1 декабря этого года правительство должно представить проект стратегии развития арктической зоны до 2035 года. Также президент России Владимир Путин поручил правительству к 30 апреля внести поправки в налоговое законодательство, освобождающее от НДФЛ выплату подъемных средств учителям и врачам, которые переезжают работать в сельскую местность. Это касается также выплат врачам, которые переехали в рабочие поселки, поселки городского типа или города с населением менее 50 тысяч человек. Кроме того, поручено освободить от НДФЛ выплаты, полученные такими медработниками с 1 января прошлого года. На поддержку многодетных семей в Якутии выделят дополнительно 250 миллионов рублей. Об этом заявил глава республики Айсен Николаев на 8-м съезде Совета муниципальных образований. На сегодня в республике 1760 семей стоят в очереди для получения социальной выплаты на жилье. Также глава Якутии подчеркнул, что необходимо восстановить в реестре те семьи, где старшему ребенку за время очереди уже исполнилось 23 года. В срок до 1 мая текущего года правительству выплаты ныне стоящим в очереди правительству поручено пересмотреть порядок предоставления социальной выплаты ныне стоящим в очереди многодетным семьям. Ранее на поддержку этой категории населения правительство направляло 100 миллионов рублей. В Якутске завершилась работа 8-го съезда глав муниципальных образований республики. Итоговым мероприятием съезда стало пленарное заседание с участием главы региона Айсена Николаева. Об итогах работы материал Дмитрия Тымырова. Пленарное заседание началось с выступления главы региона Айсена Николаева, где он затронул ряд острых вопросов касаемо развития Якутии в целом, в том числе и вопросов поддержки жителей республики. Делегаты съезда отметили, что те вопросы, которые озвучил Айсен Николаев, на сегодня являются очень актуальными. Нам понравилось, что глава республики поставил вопрос в первую очередь о развитии сельских территорий, развитии сельского хозяйства. Мне еще понравилось, что помощь многодетным матерям, которые имеют 5 и более детей. Мы стоим на очереди из нашего поселения. И хотелось бы, чтобы в этом году все-таки продвинулась эта очередь и решился этот вопрос. Также глава региона в своем выступлении обратил внимание на развитие арктической зоны Якутии. И здесь он поручил правительству республики освободить жителей Арктики от налога на движимое и недвижимое имущество. Я поручаю председателю правительства Владимиру Викторовичу Солодову в ближайшие дни подготовить проект закона об обнулении транспортного налога для физических лиц арктических районов, а также прошу муниципальные районы полностью освободить от... Участники съезда отмечают, что это даст большой толчок развитию арктической зоны республики. Транспортный налог, конечно, он позволит снизить, возможно, какие-то цены на доставку грузов в арктические районы. Вот, поэтому я думаю, что это очень важное и правильное решение. Это для начала, для более-менее ослабления для наших жителей Арктики, именно понятие в жизни, короче. Как отметили участники, мероприятие прошло на высоком уровне. Все делегаты из районов республики остались довольны работой 8-го съезда глав муниципальных образований. Делегаты выступили не только слушателями, но и напрямую вели диалог с главой региона, а также с руководителями министерств и ведомств. Наметили планы работы на ближайший год и внесли свои коррективы на перспективу. Дмитрий Тымыров, Павел Пахомов, Якутск.
Другим темам. Свободно изъясняться на языке Шекспира. Выступать на большой сцене. Всему этому можно научиться на республиканском конкурсе устных выступлений на английском языке. Он проходит в школе номер 17 города Якутска. Тематика выступления театральная. Как отметили организаторы, изюминка проекта в том, что экспертами конкурса являются носители и преподаватели английского языка Института зарубежной филологии Международного отдела СВФУ. Ежегодно в конкурсе участвуют ученики с 9 по 11 классы из 10 районов республики. География расширяется. В этом году мероприятие имеет благотворительный статус. Вырученные средства пойдут на лечение и реабилитацию больных детей. В рамках нашего конкурса мы в этом году проводим научно-практическую конференцию «Современные технологии обучения английскому языку» совместно с Институтом повышения квалификации и развития образования. Мы мониторим участников, победителей, конечно же, призеров нашего конкурса. Они в данный момент, первые участники, являются студентами именно языковых факультетов по всей России. В Нерюнгри прошел муниципальный этап республиканского профессионального конкурса «Воспитатель года-2019». Его цели – распространение опыта работы лучших воспитателей, поддержка инновационного движения, выявление талантливых, творческих работающих воспитателей. В Нерюнгринском районе боролись за звание лучшего 10 воспитателей. Подробности в сюжете Екатерины Павловой. Конкурс «Воспитатель года» проводится с 2010 года и не раз становился стартовой площадкой для побед нерюнгринских воспитателей в республиканских и всероссийских конкурсах профмастерства. Участниками муниципального этапа конкурса «Воспитатель года-2019» стало 10 педагогов, успешно прошедших, занявших первое место в дошкольном этапе конкурса внутри своего детского сада. В этом году борьба не шуточная, конкуренция большая, потому что все участницы показали свои наилучшие профессиональные качества коммуникативные, показали лучшие педагогические практики дошкольного образования. Поэтому я думаю, что у нас большие инвестиции в будущее. Программа муниципального этапа включила в себя 2 тура с несколькими заданиями, которые позволили раскрыть самые яркие грани творческих личностей участников. Виктория Смаль, молодой воспитатель, впервые принявшая участие в конкурсе, отметила, что он стал для нее новой ступенью профессионального роста. Я получаю опыт. Я смотрю на других специалистов, которые, возможно, имеют гораздо больше опыта, на методические их какие-то разработки, на способы их взаимодействия, перенимают для себя. Ну и, конечно же, хочется и себя показать достойно. Педагоги дошкольных образовательных учреждений – особая категория людей. У них в руках самое начало детской жизни. Их главная задача – создать условия для радостного проживания детьми их детства, чтобы каждый из них чувствовал и знал, что он нужен в этом мире. Все участники приложили немало усилий, чтобы показать свое профессиональное мастерство и талант. Мастер-классы, педагогические мероприятия с детьми, презентация проектов и беседы. По итогам всех конкурсных заданий победителем муниципального этапа «Воспитатель года-2019» стала Бугаева Юлия Владимировна, воспитатель детского сада «Рябинушка», которая представит Нерюнгринский район на республиканском этапе конкурса. Екатерина Павлова, Сергей Козюров, Вадим Барашков, Нерюнгри. Большой блок рекламы и смотрите далее на телеканале Якутия-24. Алдан утопает в мусоре. На проблемы с вывозом отходов жалуются жители. 8,99 секунды. Результат школьницы в Якутске по пожарно-прикладному спорту. Сборная Якутии готовится к предстоящему чемпионату и первенству России по северному многоборью. Тренировки по 2 раза в день. В эфире Якутия-24 мы продолжаем наш выпуск. Алдан, по словам жителей, погружается в мусор. Ситуация по вывозу ТКО складывается неблагополучно. Проблемы решаемы при участии местных властей и ответственности руководителей предприятий. Об этом шла речь на заседании с участием представителей Роспотребнадзора и Министерства ЖКХ. С подробностями Татьяна Вахнина. Ситуация по вывозу мусора в Алданском районе близится к критической, считают жители. В данной сфере идеальным положение дел нельзя было назвать и ранее, однако с передачей полномочий региональному оператору ситуация продолжает усугубляться. На данный момент я все-таки считаю, что эффекта мы еще не видим, потому что наоборот, чем с каждым днем город немножко погружается в мусор.
Теоретическая суть нашумевшей мусорной реформы и практически создавшаяся ситуация были обсуждены на прошедшем в Алдане совещании с участием представителей Министерства ЖКХ и Роспотребнадзора Якутии. Проблемы с вывозом твердых коммунальных отходов действительно имеют место, и решаемы они при определенных действиях со стороны районной и поселенческих властей. Когда работа будет организована, когда органы местного самоуправления начнут работать там по выработке схемы вывоза отходов, по расположению санитарных точек. Ну и оттуда все должно начаться. Часть сложностей в становлении новой системы связана с незаключением договоров между предприятиями и региональным оператором. Множество проблем носит объективный характер. Особенности города Алдана, можно сказать, да, горная местность, из-за того, что в некоторых местах отсутствуют проезды, сложные выезды, да, и, как и в большинстве населенных пунктов, это отсутствие новых площадок накопления, охватывающих частный сектор. Отсутствие инфраструктуры – проблема не только Алданского района, она общереспубликанская. Кроме того, практически повсеместно наблюдается нехватка площадок накопления и утилизационных полигонов. Эта система должна быть здесь введена. Эта система здесь, в Алданском районе, должна работать. Региональный оператор уже выбран. И управляющие компании, и юридические лица, индивидуальные предприниматели обязаны заключить договора на вывоз твердых коммунальных отходов. Представителями Министерства ЖКХ и энергетики и сотрудниками Республиканского Роспотребнадзора были даны рекомендации местной власти и руководителям предприятий. В ближайшее время будут утверждены схемы размещения площадок накопления. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Алдан. Иначе дела по уборке мусора обстоят в Ленске. Здесь увеличилось количество мусоросборников по инициативе регионального оператора. Компания пытается наладить сбор и вывоз бытовых отходов. Баков стало больше, и подрядная организация по вывозу мусора перешла на 7-дневную рабочую неделю. Подробности у Олеси Васевой. В Ленске станет чище, обещает региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами. Сюда привезли очередную партию мусоросборников. Их в Ленске действительно не хватает. 35 баков объемом 0,7 кубов будут установлены на разных площадках города согласно схеме территориального распределения. Именно она регламентирует, сколько баков должно стоять в каждом дворе. Именно нехватка мусорных контейнеров и несвоевременный вывоз отходов провоцировали недовольство ленчан с начала мусорной реформы. Созрел даже первый прецедент для обращения в суд. Ранее все вопросы разрешались вне судебного порядка. Обратились жители в Роспотребнадзор, возбуждено административное производство было. По факту выезда на административное правонарушение, значит, баки были пустые, мусор вывезен, работа ведется, поэтому считаем, что данное постановление, вынесенное Роспотребнадзором, не обосновано. Разбирательство по этому случаю продолжается. Чтобы не провоцировать новые обращения, оператор усиливает контроль работы подрядчика. Фирма «Профи», ответственная за уборку и транспортировку мусора в Ленске, приступила к работе с начала года. Все это время пытается выровнять ситуацию с вывозом мусора, чтобы недовольных горожан было все меньше. Работают 6 единиц техники. Охвачены в полном объеме все микрорайоны города и центр города в том числе. Отрабатываем также по заявкам с частным сектором людей, у которых установлены свои контейнера. Заявки на вывоз мусора можно оставлять прямо в офисе подрядчика. Здесь же работает представитель регионального оператора. На месте можно заключить договор на обслуживание, причем как частным, так и юридическим лицам. Всего по городу около 200 точек скопления мусора. За 3 месяца подрядной работы техника ООО «Профи» вывезла более 10 тысяч кубов бытовых отходов. Главный вывод по истечению 3 месяцев работы регионального оператора и его подрядчика – количество мусоросборников и выездов мусороуборочных машин в Ленске нужно увеличивать. По итогам 2 месяцев мы провели анализ объема накопления твердых коммунальных отходов, определили дополнительное количество необходимое баков, изготовили самостоятельно. Ну и сегодня, собственно говоря, этот объем мы привезли в город Ленск для установки на мусорных нишах. Были определенные замечания в наш адрес от главы города. К замечаниям прислушались, работу подрядчика мы усилили, то есть сегодня они работают 7 дней в неделю. Дополнительные баки будут установлены там, где объем накопления превышает нормативную численность. Корректировки продолжатся, если оператор установит, что мусоросборников вновь не хватает. Контейнеры для частного сектора изготовят и установят по мере определения контейнерных площадок. Работа по улучшению услуги не прекращается. Олеся Васева, Сергей Счастный, телеканал «Алмазный край».
В Якутске на учебно-тренировочном полигоне МЧС прошли республиканские соревнования по пожарно-спасательному спорту среди детско-юношеских команд. Турнир посвящен 370-летию пожарной охраны России. За ходом состязаний следил наш корреспондент Юрий Осипов. 8,99 секунды. Столько времени понадобилось десятикласснице Кате, чтобы выполнить упражнение. В соревнованиях по пожарно-спасательному спорту она участвует уже 5-й год. Когда шел набор в секцию, я не горела желанием заниматься этим видом спорта, но когда тренер Анатолий Спиридонович предложил хотя бы попробовать, и когда на этом полигоне я в первый раз приехала на тренировку, у меня все получилось с первого раза, и я поняла, что мне нравится, и я хочу заниматься этим видом спорта. Участники состязаний пробегают дистанцию, а затем взбираются по штурмовой лестнице на уровень 2-го этажа. Спортсменов засекают вот эти датчики, которые срабатывают, когда на них приземляются, спрыгивая с окна. Результаты моментально отображаются на табло. Турнир посвящен 370-летию пожарной охраны России. В этом году в них приняли участие 57 детей из 6 школ. Соревнуются как юноши, так и девушки в возрасте от 12 до 18 лет. Соревнования проводятся в рамках президентского гранта. Мы являемся победителями первого конкурса фонда президентских грантов. И на основании плана мероприятий нашей организации проводятся вот такие вот соревнования по пожарно-спасательному спорту для детей, для того, чтобы выявить одаренных детей по этому виду спорта. Спортсмены, показавшие наилучшие результаты, будут отобраны в сборную команду Якутии для участия в межрегиональных соревнованиях, которые пройдут в городе Находка. Юрий Осипов, Григорий Николаев, Якутск. В Якутске стартовал ежегодный турнир по вольной борьбе на призы олимпийского чемпиона Павла Пенегина. На соревнования приехали 812 участников из регионов страны, а также из Монголии и Казахстана. Подробности в материале Власия Сергеева. В этом году на соревнованиях участвуют 717 юных спортсменов. В их числе 2 зарубежные команды из Монголии и Казахстана. Из регионов России сильные команды привезли Амурская область, Хабаровский край, Еврейская и Иркутская области и Агинско-Бурятский округ. Радует, что представлены почти все улусы, районы и города Якутии. Я не сомневаюсь, среди вас здесь находится стоять будущие чемпионы нашей страны, великой России, будущие чемпионы Европы, будущие чемпионы мира, Кубка мира и даже чемпионы Олимпийских игр. Давним организатором этого турнира является компания «Железные дороги Якутии». Мы этот турнир уже проводим около 20 лет. Первая задумка была этого турнира – подготовить сборные команды республики к играм «Дети Азии». Сегодня проводится просмотр будущей сборной команды республики. Всего на ковер вышли 36 команд. Турнир выявит наиболее подготовленных борцов, которые имеют шансы стать участниками следующих игр «Дети Азии», которые пройдут в Монголии в 2020 году. Сборная республики готовится к предстоящему чемпионату и первенству России по северному многоборью. Сейчас у спортсменов разгрузочная неделя, во время которой кандидаты и мастера спорта оттачивают технику. Тренировочные занятия проходят 2 раза в день на разных спортивных объектах и на местности Зеленый Луг. На одной из тренировок побывал Александр Зубехин. 2 года назад Захар начал заниматься северным многоборьем. Всего за год он уже стал мастером спорта. Особенно легко ему дается метание тынзяна. И это неспроста. Парень родом из Булунского улуса. В возрасте 10 лет дядя обучил первым навыкам заброса аркана. Возьми и попробуй попасть оленя. И оленей было где-то больше 1000. Кинул и попал большого, очень большого. И я прямо полетел. Потом кричал: помогите, помогите. А они смеялись, стояли. Главная техника броска. Надо правильно ноги поставить и сильно толкнуть. И главное кинуть прямо. И там стоит олень. Тренировки идут и на метание топора. Главное правило соревнования – не выходить за коридор в 50 метров и кинуть снаряд как можно дальше. Основной упор тренер делает на стабильность команды. Каждый из участников сборной привез с собой личный топорик, который использует на занятиях. Спортивный топор, как и лосо, изготавливается для каждого спортсмена индивидуально. Он должен быть не менее 50 сантиметров длиной и весом от 350 грамм. Ручка изготавливается такой толщины, чтобы было удобно держать.
С утра пришли ребята, руки размяли и начинаем уже сразу броски. Например, есть проблемы, которые уходят много за коридор, но стараемся убрать, исправить. Люба пришла в Северное Многоборье 4 года назад. Сейчас кандидат в мастера спорта. Планы у нее грандиозные. Но чтобы реализовать мечту, важно, чтобы жители всей республики поддержали молодую спортсменку. Я хочу в Россию получить мастера спорта России. И это важно для сохранения северных народов игр. Соревнования стартуют 1 апреля и пройдут в спорткомплексе «Мадуна», также на местности «Зеленый луг». Прийти и поддержать спортсменов может каждый. Александр Зубехин, Александра Цыбикова, Василий Иннокентьев, Якутск. Телеканал «Якутия-24» следит за развитием событий. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Удачи вам.